Приглашается Абаева Фатима Олеговна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела осетинского языкознания Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени Абаева Владикавказского научного центра. Тема доклада – персонажный код осетинского свадебного обряда. Там, Вика, куда нужно направлять? Все, да? Здравствуйте. Лекция называется моя «Персонажный код осетинского свадебного обряда». Это этнолингвистическое междисциплинарное исследование. Традиционный свадебный церемониал осетин представляет собой сложный обрядовый институт, состоящий из целого комплекса подобрядов, магических действий, отдельных свадебных церемоний и фольклорно-этнолингвистического комплекса. Обряд с этнографической точки зрения – это система обрядовых актов, ритуалов, представляющих собой микроструктуры с определенными целевыми установками, темпоральными условиями, действующими лицами и обрядовыми реалиями. Обряд же с лингвистической стороны – это словесный текст, последовательность знаков, символов, которые организуются при помощи обрядового синтаксиса. Особенностью обрядового языка является то, что символ может выражаться в трех основных обликах – реальном, предметном, акциональном, действенном, вербальном, речевом. Язык обряда специфичен, включает различные лексические пласты. Ввиду недостаточной изученности обрядовой лексики отсутствует единое научное название этой группы словарного состава. В этнолингвистических работах определения обрядовая лексика и обрядовая терминология синонимичны. Терминология свадебного обрядового текста осетин – это иерархически сформированная система, в которой можно выделить самостоятельные подсистемы обрядовых терминов, названия обрядов и обрядовых действий, названия исполнителей и участников обрядовых актов, названия обрядовой атрибутики материальной составляющей обряда, обозначение духовных понятий, словесные формулы, молитвословия, свадебные песни, благопожелания, приговорки, свадебные присловия. В свою очередь, такую систему терминов следует разбить на циклы. Это лексика предсвадебного цикла свадебной обрядности, лексика собственно свадебного периода и послесвадебного цикла. Безусловно, персонажный код занимает особое место в свадебном обрядовом тексте осетин. В процессе свадьбы образовываются различные отношения родства. Кровная у детей жениха и невесты с родственниками обеих сторон, ритуальная у шафера и невесты, по свойству между родственниками жениха и невесты. Все участники предсвадебного цикла готовятся совершить переход, который для каждого из них несет некоторую опасность. Он связан с нарушением и изменением устоявшихся отношений, взаимосвязи и препараций к преодолению некоего рубежа. Персонажный код института сватовства у осетин разграничен на два противоположных лагеря – мужской и женский тексты. К первому относится персональный ряд со стороны жениха, ко второму – персональный ряд со стороны девушки. Однако роли девушки и парня неравноправны. В центре актов предсвадебного цикла у осетин оказывается именно девушка. Этот персонаж пассивен, доходит в некоторых моментах до полного отсутствия сватаемой девушки в обрядовом тексте. Образ юноши разработан менее полно. Следует также разграничивать по функциональному принципу действующих лиц предсвадебия. Нами выделяются непосредственные главные персонажи, на которых направлено действие. Это сватаемая девушка, юноша и ритуальные лица, исполняющие обрядовые функции, сваты. В свадебном
обряде участвуют не 2 семьи, а 2 рода. Брак заключается между коллективами, а не между индивидами. Естественно, наиболее важное место занимают в данном обряде сваты, минаварта, так как во многом от их действий и личных качеств зависит положительный, ожидаемый родными юноши исход дела. По сведениям информантов, семья жениха выбирала несколько мужчин, как правило, их 3, которых заслали сватать девушку. Один из них должен быть уважаемым старшим из рода жениха, 2 близкий авторитетный родственник и 3 уважаемый красноречивый сосед. Сначала они приходили к соседям семьи. Девушки желали знать, объяснив цель своего визита, готовы ли их принять. После того, как им давался положительный ответ, сваты наносили свой первый визит в дом девушки. В первый приход они объявляли о цели своего визита. В тот же день договаривались о следующем визите. Во второй свой визит доверенные лица жениха, естественно, получали отказ. Если семья девушки сообщает им, что они могут прийти в 3-й раз, то появляется надежда, что 3-й визит будет более результативным. В 3-й свой визит сваты при положительном ответе договаривались о брачном сговоре, фидет, и других моментах обряда согласно палестинскому обычаю. Предсвадебный цикл – наиболее важный этап в свадебном процессе, от которого зависят все последующие действия. На этом периоде происходит завязка свадебного церемониала, основная цель которого – достичь положительных результатов. При этом соблюсти материальный расчет, выраженный в форме выкупов, даров и приданого. Необходимо выделить морально-этические аспекты досвадебных актов. Происходит сложный переход девушки в другую полувозрастную категорию, нахождение ее в сложном лиминальном состоянии. Рассматриваются все лица, участвующие в предсвадебных ритуалах. Такие персонажи объединяются в общий класс сватов. Спектр ритуальных действий обуславливает число участвующих в них. Это лицо, которое выполняет поиски невесты, музык, чешгамонок, вапу, жарах и намаронок. Лица, которые первыми знакомятся с семьей невесты и выясняют, можно ли засылать сватов. Также лица, отправляющие сватать девушку собственно, это сваты минаварта. И лица, определяющие дни свадебных торжеств, лица, совершающие примирение 2 сторон на сговоре и дауче там. Переходная характеристика свадебного обряда видна на примере термина, обозначающего сватаемую девушку, ураккачеш, которая начинала называться уже невестой, только со дня брачного сговора с фидетегуни. Многие термины агентивного кода астинского предсвадебия имеют отглагольное происхождение. Пурак, сватающийся от слова пуран, спрашивать, сватать. Термин «пурак» имеет прозрачную обрядовую мотивировку по действию. В словарях, помимо прямого значения слова «просить», приводится также в качестве свадебной лексемы. Особенностью значения данного термина является то, что он не может обозначать собственно сватом, а обозначает юношу, за которого сватают девушку. Термины «система предсвадебного обрядового цикла астин», касающиеся определения участников обрядовых актов указанного периода свадьбы, а именно тех лиц, которые способствуют женитьбе юноши и выходу замуж девушки, обозначались таким термином, как чеш-амончита, буквально указывающий на девушку. Сваха, так называемый, ишкаманмоя агура, буквально ищущая кому-либо жениха, или ишкамануша агура.
Если неинтересно, может быть, завершу уже. Мне интересно, просто выдержки сделайте, такие, на ваш взгляд, самые интересные ваши задачи. Можете вот так словами своими рассказать. Очень интересно. Своими словами я давно, там моя диссертационная работа. Так. Фатима Олеговна, может быть, вы просто скажете, что вот где здесь наука, чтобы поняли, да, дети, допустим. То есть вот все же примерно представляют, как происходит обряд свадьбы, да? То есть что здесь наука, кажется? Вот. Я воспитываю, я предупреждала, что Нет, вы тонкости расскажите, вот, то есть что в том обряде, который существует, казалось бы, где-то можно найти науку. Вы-то знаете, мы-то не знаем, поэтому. То есть я так поняла, что термины определенные, да, вы ввели, которых раньше не было в науке. То есть вы ввели в научный оборот что-то, чего не было. Вот это. Я рассматривала свадебный обряд не с этнографической точки зрения, а больше с лексики, да, с лингвистической точки зрения. И что там? То есть обряд был рассмотрен как текст. Вот отдельно персонажи, это персонажи, вот это обрядовые лица, невеста. Записан, да, да, ранее не было писан, получается, да? Ну, в остиноведении нет. Нет. Новизна, то есть новое знание. Акциональный год – это действия, которые совершаются непосредственно на всех этапах обряда. Вербальный год – это все, что произносится во время свадебных циклов. В основном, собственно, да, свадебном обряду. Благопожелания, молитвословия, которые на невесте произносятся не только. Ну вот из таких персонажей, может, тогда я совсем сокращу и перечислю, например, тех персонажей, которых уже в современной свадебной обрядности нет. Это был такой персонаж Каштарважик, он назывался Каштарважик или Хорважик, младший гость на свадьбе. Какие у него были функции? Он сопровождал гостей и то есть вот такой момент. В старину жених по договору обязан был пригнать в дом невесты несколько голов крупного и мелкого рогатого скота, а также принести определенное количество араки и съестных припасов. Все это должно было быть доставлено в дом невесты в канун свадьбы. Если невеста жила далеко, то снаряжали в путь несколько человек. Они доставляли к назначению все это. В дорогу их снабжали кормом для скота. И может быть вот поэтому и название этого персонажа Хорважик. То есть именно он руководил доставкой всего этого в дом невесты, всего этого снаряжения. Так, про общину тоже можно. А можно эту презентацию как-нибудь будет заполучить? Презентация? Она у вас как? Да, конечно. Ага. Она будет размещена на сайте. На сайте, да? Да, мы сделаем новости, все презентации уже посмотрим. Ребята, тогда изучите, вот там очень много интересных слов, которые в Осетии вот просто не употреблялись никогда. Я вот смотрю, Еще и да, такой раньше. момент. Не употреблялись, Кто-нибудь слышал? раньше употребляли, сейчас нет. Вот если кто-нибудь слышал, сытычиш, такой сытычиш, это такой термин. Ага. Он уже точно устарел, его точно, слава богу, не может быть, потому что это буквальный перевод «девушка чести». То есть девушка почета, которая выдается родственниками убийцы в род убитого в качестве цены крови в знак примирения. Это вот когда кровосмесители
Да. Кровавые эти были Да, месть, да, да. кровная месть. Кровная месть, когда существовала, это вот термин относится к тому периоду. Короче, чтобы помириться роду, девушку приготавливали, чтобы она шла мирила это. Да. Ребят, на сайте обязательно посмотрите, Да, давайте ну, поаплодируем. Так, что еще? Вот относительно такого ритуала, когда уже девушку привели в дом к жениху, и когда происходит обоюдное кормление смесью меда и масла. И мать жениха, как правило, в адрес невесты такие благопожелания говорила. Амончин бенаттен фавот, будет тебе, пусть тебе будет это место, пусть будет тебе счастливым местом, то есть куда ты пришла. Фарней юма саут, живите вместе счастливо, благословенно. Каразия начин фаут. Ой, нет, извините. Это... Да. Асамат кутачну добино тимафтачной фасад. То есть как сладок этот мед, такую сладкую жизнь проживи ты со своей семьей. Так. Сладко во рту не стало. Ну вот относительно Кухолхасага, такой персонаж очень важный в контексте свадебного обряда, ну можно его вот с русским словом шафер приблизить к русскому слову шафер. Хотя у него более расширенные функции в осетинской обрядности. Это главный представитель жениха. Одновременно он относится и к тексту жениха, и к тексту невесты. Является ритуальным заместителем жениха. Список обрядовых функций у него довольно широк. Во-первых, он является медиатором между двумя родами. Во-вторых, главный шафер является распорядителем свадебных действий, что, естественно, подразумевает, что он должен хорошо в них разбираться. В-третьих, он так называемый человек, который защищает невесту и от какого-то негативного воздействия. Он также раньше делал в качестве апотропейных таких знаков выстрелы из ружья, или же производил хлыст плетью, войлочные хлысты. Такой персонаж Амзуарджин, так называемый буквально сокрестник невесты. Давайте расскажем, что мы сохранили из того, что было и что... Что же там много рассказано, Да, можно просто подводить подведем итог, что мы сохранили из того, что было в наших предках. Да. Ну вот, что Кухолхасак сохранился, Амзуарджин тоже, вот Хажишак тоже сохранился персонаж. Фандерзахдак это очень тоже важный персонаж. Был в прошлом. Фандерзахдак? А сейчас нет разве? Я не знаю, давно не была, честно говоря, на свадьбе. То есть большинство сохранили? Ну вообще да, Фандерзахдак это такой, да, тоже довольно-таки важный персонаж. Вот еще такой был персонаж, который уже вот, сейчас точно не существует, это Нематтухак.
Это человек, который отвечал за вещи невесты, за ее приданное, ну и все, что она с собой везла, жениха. Вот, Торушахашак тоже персонаж, это тот, кто свадебное знамя нес, сохранил. Ну кто сохранился? Невеста сохранился, персонаж, жених сохранился. И Миноват-то сохранились. И Даучи-то они, в принципе, одни и те же лица, как правило. Не знаю, может вопросы есть какие-то, я вам Спасибо большое. Ребята, вопросы? Я понимаю, что это совсем неинтересно детям. Спасибо большое. Как неинтересно, 2 раза аплодисменты. С докладом приглашается Кайтмазова Нателла Казбековна,